Рынок интернет-торговли в России с начала этого года вырос на 44%. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Это связано не только с пандемией, но и укреплением внутреннего рынка, а также изменением потребительских привычек. Об этом говорят эксперты. Есть ли подводные камни и что на этот счет думают налоговики, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня наш гость – главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России по Республике Башкортостан Раймонд Юматов. Раймонд Рашитович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на программу. Подтверждаете ли в Башкортостане, что действительно интернет-торговля, она увеличивается в объемах? Что вы видите? Растет. Мы фиксируем это с помощью своих электронных сервисов. Также мы фиксируем рост интернет-торговли. Это обусловлено, как вы понимаете, и пандемией, и все-таки развитием электронных сервисов обслуживания потребителей. Интернет-торговля, видимо, просто удобнее. Есть ли цифры, насколько увеличился объем интернет-продаж? Ну, вы правильно сказали, на 44. На 44. То есть в Башкортостане у нас также? Да, в среднем. Как осуществляется торговля и какие рекомендации могут дать налоговики? Самая главная рекомендация, естественно, в нашем случае, это соблюдение требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В этом законе прямо сказано, что все расчеты на территории Российской Федерации всеми индивидуальными предпринимателями и организациями производятся с обязательным применением контрольно-кассовой техники. Интернет в данном случае не исключение. По поводу интернета там есть дополнительная ссылочка, что если расчет производится между покупателем и продавцом в условиях, когда они не могут непосредственно контактировать между собой, но связаны с помощью устройств, подключенных к сети интернет, проще говоря, расчеты в интернете, то в этом случае продавец может не выдавать бумажный чек, а ограничиться выдачей электронного чека. Но выдача этого электронного чека обязательно. Но мы знаем, что чаще всего приходит на почту сразу же после совершения покупки. Да, так и должно быть. Так и должно быть. Да. Сразу предупреждаем наших телезрителей. Почему при интернет-торговле также нужен кассовый аппарат? Как я уже сказал, это требование законодательства. Покупатель может ли получить бумажный чек? Бумажный чек он получает в том случае, если он непосредственно контактирует с продавцом. То есть, если вы пришли на пункт выдачи товара, который вы до этого предварительно заказали в интернете, то на пункте выдачи вам, как в обычном магазине, выдадут бумажный чек. Есть ли исключения, когда расчеты могут быть переведены без кассы? Без кассы для безналичных расчетов у нас одно единственное исключение. Это когда расчеты осуществляются между предпринимателями и организациями через банк. Во всех остальных случаях, если мы в данном случае говорим о потребителях, потребители у нас в любом случае должны быть обеспечены кассовым чеком. Раймонд Рашитович, если мы говорим о том, что рынок растет, значит, он привлекательный для бизнеса. Это означает, что многие начинающие предприниматели начнут свою деятельность именно в интернет-торговле. В связи с этим, как правильно оформить все документы, и с чего начать? Рекомендации в этом плане у налоговой службы. У налоговой службы рекомендации очень простые. Вам прежде всего нужно купить контрольно-кассовый аппарат, удовлетворяющий требованиям законодательства, заключить договор с оператором фискальных данных, который будет передавать ваши сведения непосредственно в налоговую. Потом после этого зарегистрировать в налоговых органах вашу кассу и все, начинать пользоваться, выдавать чеки потребителям. Какая процедура регистрации кассового аппарата в налоговой службе? Регистрация кассового аппарата теперь в соответствии с духом времени у нас осуществляется в интернете. Для этого не надо, как раньше, ходить в налоговые органы. Конечно, можно и туда сходить, но намного проще все это зарегистрировать в интернете. Вы вводите данные, получаете рекномер, вводите его в кассу и, пожалуйста, можете начинать работать. По нашим сведениям, мы эти госуслуги по регистрации отслеживаем. Значит, за 2021 год, за эти 10 месяцев, у нас почти 70% обращающихся за регистрацией осуществляли эти регдействия в интернете. Это намного проще и удобнее. Как все быстро меняется в нашем мире. Если мы говорим о том, что покупатель делает покупку в интернете, ему тут же приходит на электронную почту чек электронный, каким образом проверить, насколько он достоверный и не мошеннические ли это действия? Проверить можно с помощью мобильного приложения, которое можно также скачать в простом Play Market. Как называется? Чек ККТ, он так и называется. Чек ККТ, так и называется приложение, через которое можно проверить. Да. Что дальше? Вы скачиваете это приложение, сканируете QR-код, который есть на чеке, и полностью видите все данные вашего чека. То есть вы таким образом можете сохранить этот чек. И плюс у вас появляется информация, чек корректен либо нет.
Угу. Если посылку, товар доставил курьер, как быть здесь? Тут в данном случае все зависит от того, чей курьер, проще говоря. Если это курьер самой интернет-компании, то он, значит, должен выдать чек от имени этой интернет-компании. Если интернет-компания пользуется услугами курьерской службы, которая сама осуществляет прием денег, то курьерская служба уже от своего имени применяет свой кассовый аппарат, вот, и потом деньги уже перечисляет интернет-компания. В любом случае, для потребителя это не суть важно, эти отношения. Самое главное, он свой чек все равно должен получить. Либо от курьерской службы, либо от интернет-компании. Еще один механизм, который также, я думаю, популярен у покупателей. Если они оплачивают товар в любом банке по счету или квитанции, которые отправлены ему при оформлении заказа на сайте, в интернет-магазине, он тоже должен быть то есть он должен сопровождаться онлайн-чеком? Как я уже говорил, все расчеты, в какой бы форме они ни производились, они должны сопровождаться применением контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека. Угу. Рамиль Рашидович, если покупатель со своей карты переводит деньги за товар через приложение банка, да, на электронный кошелек продавца, то это считается ли безналичным расчетом, и здесь требуется ли применение кассовой техники? И здесь тоже требуется применение кассовой техники. То есть в любом случае у нас потребитель должен быть обеспечен своим кассовым чеком. Если мы говорим по времени, что все оперативно достаточно происходит, вообще допустимые рамки по времени, через сколько должен продавец отправить чек покупателю? Чек, если расчет произошел в интернете и есть возможность обратной связи, то чек приходит мгновенно, то есть на телефон, либо и сам. Если у продавца нет возможности с вами связаться непосредственно в момент расчета, то он должен вам передать чек при первом удобном случае. Ну, проще говоря, при передаче товара он чек вам должен отдать. Какие чаще всего нарушения встречаются вот в этой сфере? Ну, какие-то выводы же уже можно сделать вот с начала года при таком росте интернет-торговли? Ну, выводы, как и при обычной торговле, то есть в тех случаях, когда предприниматели либо по нежеланию, либо, так сказать, по злому умыслу, либо просто, как сказать, по безалаберности, они просто не применяют контрольно-кассовую технику. Вот. Эти суммы уходят из-под учета, вот, уходят из-под налогообложения. Это, естественно, карается штрафами. Насколько серьезные санкции? Санкции у нас предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях. На предпринимателя это от 1/4 до половины суммы, не пробитой по кассе, но не менее 10 тысяч рублей. На организации от 3/4 до полного размера суммы, не пробитой по кассе, но не менее 30 тысяч рублей. То есть штрафы серьезные, тут надо задуматься. Насколько сложно найти таких продавцов, которые скрываются в серой зоне? И можно ли считать покупателей здесь, вот, как сказать, теми, кто может вам сообщить о таких продавцах? Они как раз такими и являются. У нас достаточно много жалоб приходит в тех случаях, когда, значит, люди сталкиваются с недобросовестными продавцами. И эти жалобы все налоговые рассматривают, мы все обрабатываем. Все эти. А какие риски несут для покупателей, когда они столкнулись вот с такой ситуацией? Ну, покупатель прежде всего должен быть сам заинтересован в безопасности своей сделки. Вот, например, проще говоря, если вы, допустим, в подземном переходе вам лицо подозрительной наружности предлагает кольцо с бриллиантом за 300 рублей, вы, конечно же, задумаетесь, стоит ли совершать такую сделку. Вот, сделки в интернет-торговле точно такие же. То есть вы, прежде чем отправить куда-то неизвестно куда деньги, должны подумать, стоит ли вам связаться с этим человеком. Если продавец проверенный, неоднократно вы там с ним уже работали, то, конечно же, все намного проще. Вот. Когда вы выявляете вот такого продавца из серой зоны, насколько сложно ему потом выйти в рынок, да, и вот длительные ли имеют отношение санкции по отношению к нему? Ну, помимо штрафных санкций, вот, в тех случаях, когда речь идет уже о мошеннических действиях, тут действия, сами понимаете, не ограничиваются административным кодексом, тут вплоть до уголовной ответственности. Часто ли такие санкции применяются вот по уголовной ответственности? Ну, это уже не компетенция налоговой службы. Угу. Ну и до конца года, вот как думаете, картина какая сложится у нас в части интернет-торговли по Башкортостану? Ну,
Тренд у нас на рост устойчивый, то есть, как я уже говорил, это объективные условия. То есть мы все развиваемся вместе с цифровыми технологиями, вместе с рынком. Вот, интернет-торговля, я думаю, будет и дальше расти. Вот наше единственное обращение, значит, к предпринимателям — соблюдать законодательство о применении контрольно-кассовой техники, все суммы учитывать. Вот, как я уже говорил, штрафы большие. Вот за 10 месяцев этого года мы более 2000 нарушений уже выявили. Штрафов на 1 800 000, насколько я знаю. В сравнении с прошлым годом изменилась ли картина? Больше, меньше? Ну, у нас нельзя сравнивать, потому что все-таки пандемийный год, тут немножко цифры не коррелируют. Вот. Можно сказать, что с помощью электронных сервисов, которые мы сейчас используем, новые сервисы, вот, мы достаточно часто и достаточно легко обнаружим эти нарушения, вот, применяем воздействие. Помимо штрафов и предупреждений, которые выносим, сейчас мы требуем все неучтенные суммы вернуть, так сказать, в оборот, то есть пробить чек коррекции, если, конечно, касса есть. Вот. По данным на сегодняшний день, мы только за 2021 год таких чеков коррекции заставили пробить на 85 миллионов рублей. То есть сумма... По Башкортостану? Да. Это колоссальные цифры. Ну, это мы работаем. И еще один вопрос успеваем обсудить. Что делать покупателю, если интернет-связь пропадает? Да? Стоит ли продолжать покупку? Деньги могут списать несколько раз. Меры безопасности элементарные такие. Ну, онлайн-касса настроена таким образом, что если пропал кратковременно интернет, то все сведения о расчетах, они сохраняются в памяти кассы, и как только соединение восстанавливается, все непереданные сведения отправляются немедленно в налоговый орган. Так что тут ничего страшного нет. Вы как осуществляли расчет, вы его продолжаете осуществлять. Впоследствии, как связь восстановится, все уйдет в налоговую, все будет нормально. Ну и в любом случае, при возникновении каких-либо ситуаций можно проконсультироваться в налоговой службе. Да, по телефону горячей линии можно обратиться. Озвучите, пожалуйста, его. 228 38 55. Спасибо большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России по Республике Башкортостан Раймонд Юматов. И мы обсуждали интернет-торговлю. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.